Коме появятся первые арт-резиденции. Новые творческие пространства планируют создать в Ижемском и Усть-Илимском районах. Дизайн-проект разработали в тандеме студенты СГУ и Высшей школы экономики. Летом начинающие дизайнеры побывали в экспедициях на местах. Какую фактуру удалось им собрать и будут ли популярные центры для созидания в отдаленных районах республики, расскажет Наталья Юрина. Место творчества и силы. Арт-резиденции создадут для тех, кто в поисках музы и вдохновения, а также для популяризации уникальной и самобытной культуры. Идея организовать такие пространства пришла преподавателям и студентам СГУ в процессе подготовки к первой Коме-биеннале. Тогда стал вопрос, куда отправлять именитых художников за вдохновением, где бы они смогли работать. Стало понятно – нужны арт-резиденции. После такого мозгового штурма был представлен проект в деревне Диюр Ижемского района. Администрации Ижемского района были представлены вот эти два исторических дома купеческих, которые на сегодняшний день стоят. Они, поскольку они памятники архитектуры, да, вы знаете, что любое пустующее помещение, оно начинает разрушаться. И вот тут такая возникла двойная идея, да, сохранить памятники архитектуры и еще создать некий центр. Проект арт-резиденции в Ижемском районе выиграл грант. Одно здание перепрофилируют под музей, другое – под творческий центр. Здесь планируют переоборудовать комнаты, обустроить зал для мастер-классов и большую мастерскую. Помещение большое, 2 этажа, плюс есть еще чердачное огромное помещение, которое мы тоже хотим в дальнейшем задействовать как-то. Очень, на самом деле, простая концепция. Мы берем тот код, который существует на данный момент уже в Ижемском районе. Это наши северные леса, природа, реки и традиционные какие-то вещи, такие как костюм. Собственно, все вот эти цвета легли в основу концепции. К реализации проекта подключилась и Высшая школа экономики. У них была схожая идея, которую не знали, как воплотить. Вузы начали работать вместе. Летом студенты отправились в экспедицию по Ижемскому району. Местные жители любознательным гостям оказались рады. Проводили экскурсии, рассказывали про обычаи и историю, показывали живописные символичные места. Сначала была просто командная группа. Каждому дали здание, каждому дали по комнате. И мы, допустим, в команде 3 человек, каждый измерял свою комнату, и потом уже приглашали другого человека, и он уже именно в компьютере делал чертежи. То есть у каждого была своя задача, и каждый над ней трудился. За 10 дней, помимо посещения музеев, студенты замерили дома, отработали чертежи, создали концепцию арт-резиденции и экстерьеры, визуализировали малые архитектурные формы. Это как раз смотровая площадка в виде чума, потому что Ижма, она как раз там много оленеводов, и мы решили попробовать сделать что-то подобное, как на чум похоже, но при этом, чтобы смотровая площадка была, можно было наблюдать красивые пейзажи. Вот. А еще, какие-то представленные формы? Это получается как смотровая площадка, тоже скамейка, можно сесть, посидеть, посмотреть. И игровые площадки, поскольку там очень много детей именно в Диюре, и нужно как-то их развлекать, и мы попробовали сделать вот такую игровую площадку. Помимо этого, студенты СГУ разработали код территории, легко узнаваемые читаемые символы. Такие работы можно использовать в будущем для брендирования районов и оформления арт-резиденций. Это огромная аналитическая работа, это огромный труд. Увидеть специфические особенности этой местности, орнамент свойственный, этой местности. Проанализировав специфические особенности местности, студенткой был собран вот этот уникальный код территории. Это, естественно, Усть-Ильма, это, естественно, Ижемский район и, конечно же, река Печора, на берегу которой жили наши студенты. Впереди колоссальная работа, новые экспедиции и разработка дизайна проекта арт-резиденции в Усть-Илимском районе. Там пустующее помещение бывшего детсада может вновь стать центром притяжения. Также в планах Института культуры и искусств СГУ выпустить методическое пособие по созданию и продвижению арт-резиденций. Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.